9 октября 2020 году 77-я годовщина битвы за Кавказ. Для нас это должно быть еще дороже, потому что мы кавказцы. И наша земля хранит в себе, помнит эти следы таких боев наших героев. О тех страницах истории школьникам сегодня хотят рассказать не только сотрудники музея, но и работники научно-исследовательского института, а также родственники участников той кровавой битвы. Почетным гостем на встрече стал и депутат Народного собрания Василий Светличный. Защитником Кавказа был и его отец Иван Светличный. «Худой мир лучше, чем любая война». Эту фразу он часто слышал из уст отца, когда тот был жив. Я бы хотел, чтобы вы почувствовали, прочувствовали, что война есть подлая. Она всегда понижает планку нравственности, потому что у войны свои законы. Или ты, или тебе. 442 дня. Именно столько длилась битва за Кавказ, одно из самых длительных и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны. И особое место в ней занимала Малгобекская оборонительная операция. Город 14 раз переходил из рук в руки. Вместе с военными Малгобек защищали тысячи ополченцев. Это было сражение, которое было решающим, и если бы был взят вот этот вот регион, то на самом деле неизвестно, чем бы закончилась война. За время наступления войска прошли с боями около 800 километров, освободили территорию площадью 200 тысяч квадратных метров. Кроме того, были уничтожены более 280 тысяч солдат и офицеров немецкой армии, свыше 6 тысяч гитлеровцев взяты в плен. За мирную тихую жизнь миллионы советских солдат отдали свои. И несмотря на юный возраст, школьники осознают, как высока эта плата за мир. Я хочу, чтобы этого больше не повторялось, чтобы мы не видели ничего такого плохого, чтобы не чувствовали всего это на себе. Спасибо, что защитили нас. Более того, некоторые из учащихся узнали в черно-белых фотографиях солдат, своих родных. Впервые на фото брата своего дедушки Умара Хаштырова взглянула и Раяна Хашагульгова. Когда дедушка рассказывал мне истории о нем, у него не было фотографий, и я не имела возможности посмотреть. И сегодня было мне очень приятно увидеть его на фотографии. Битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны. Она закончилась 9 октября в 1943 году и имела важное военно-политическое и стратегическое значение в ходе всей ВОВ. В июле этого года президент страны подписал указ об утверждении памятной даты, и встречу для школьников музей приурочил именно к ней. Дана Плиева, Магомед Белакиев, Новости 24.